Да, я отказать не могу, тут такое даже политическое дело. Поэтому следующий, когда у нас будет встреча, то, что мы сегодня не успеем, я расскажу. Мы начинаем, конечно, вот этот вопрос, он очень интересный в каком плане. К сожалению, история Волжской Булгарии у нас до сих пор не систематизирована и не дана полная развернутая характеристика этой местности. Хотел бы сказать, что вот этот регион, это как раз будем брать за основание там, где Кама впадает в реку Волга, и есть как раз вот это место, откуда мы будем вот именно оповещать об этом мощном государстве. И, к сожалению, вот те народы, которые там проживали еще 7 тысяч лет назад, о них практически дается формулировки, что они относились к какой-то определенной культуре. Ну, эту культуру формулируют по черепкам, которые оставлены на различных местах захоронений. И вот как бы по вязи на этих керамических изделиях начинают вести определенную культуру. Поэтому получается, что археологическая наука практически ничего по этому региону нам не дает. Так же, как и в разное время по-разному называли те народы, которые там проживали. Получается, что практически история Волжской Булгарии, она никем никогда не была освещена, потому что все-таки археология не занималась этим регионом никогда. Ну и поэтому мы будем говорить так, чтобы легче было понять сегодняшними определениями, которые существуют среди татарского народа. И вот получилось так, что вот по реке Итиль, это река Волга, всегда проходил очень мощный торговый путь. И об этом торговом пути тоже практически нигде не говорят. Хотя вот именно как у нас в XVI веке были новые торговые пути океанские и морские, и началось заселение у нас Латинской Америки, Северной Америки, Австралии. Такая же ситуация у нас происходила и 3000-2000 лет тому назад. Также были огромные миграции народов, и это было связано в первую очередь с тем, что очень резко поменялся климат на Земле, увеличилась рождаемость, потому что все понимали, что самое главное – это человеческие руки, и получалось так, что вот этот как раз избыток населения двигал определенные группы лиц уходить с этого района, потому что, допустим, те же самые зерновые культуры, которые находились в округе данного поселения, не могли прокормить всех. Вот именно огромная демографическая ситуация, которая развивалась в связи с тем, что шло улучшение климатических условий и двигала все народы именно в дальние миграции. И, конечно, вот этот миграционный процесс, он происходил везде, вот, но нам, к сожалению, всегда пишут о каких-то военных походах. Походов, как правило, никаких не было, люди договаривались, были ассимиляции между народами, потому что все понимали, что это дает очень хорошую генетику, это дает новые дополнительные руки, это дает возможность оберегать поселение от диких животных, это дает поднять уровень. Чем больше поселения, тем легче было в нем жить. Поэтому никаких захватнических походов никто никогда не совершал. Ну, Итиль и Кама — это были места благодатные, там было очень много и рыбы, и различных животных. Ну и как раз одомашнение животного мира также уже было произведено. Поэтому вот мы можем заметить еще одну такую деталь. Вот именно сарматские и скифские народы, которые проживали у нас на Нижнем Итиле, они достигли очень высокого уровня металлургии. Это мы можем посмотреть по курганам, которые раскопаны. Вы видите, какие там дорогие ювелирные золотые изделия. Но нам показывают только скифские курганы, это Нижний Итиль. Но эти же золотые украшения у нас носили также и на Каме, также носили и на Средней Волге. Тишина, как будто бы, а тут хорошо одеваются, здесь нет. Значит, также очень хорошо торговали с античными колониями, которые расположены были в Крыму, на Черноморском побережье. Им 2500 лет вот этим городам, вы представляете их, мраморные дворцы, везде канализация, везде красивая одежда, у всех дорогие ювелирные изделия, дорогое оружие.
Да, Крым есть, Черноморское побережье есть. Но главная торговая у нас артерия что? Итиль-Волга. Средняя Волга, ничего как будто бы нет. Ну зачем вы показываете один регион в достатке? Допустим, с того же Дербента корабли каждый день по Каспию, Хвалынскому морю или потом Сарайское шли на север. Потому что надо было торговать с теми, кто сидел на Балтийском море. Видите, как у нас получается, как будто это пустое место. А где же они ремонтировали, строили свои корабли? Кто им помогал даже в определенных делах? Всегда делали склады, всегда покупали какие-то продукты. Ведь не будет же корабль идти 3500 километров по Волге и не покупая никакого товара и не продавая никакой товар. Это тоже нонсенс. Торговые пути, они всегда подразумевают огромное количество продукции, которую можно купить и продать. И у нас опять получается по этому региону тишина. Ну, как мы с вами определились, что район был развитой во всех отношениях, но никаких источников нам не дают, потому что, к сожалению, источники уничтожены. Та же, значит, Александровская библиотека имела очень большую базу. Также источники, которые у нас были в Багдаде и в других местах, они, к сожалению, недоступны. Библиотека Ватикана, она имеет информацию, но почему-то не считает нужным как раз описать вот историю Прикамья и Средней Волги. И нам дают только такую информацию, что здесь проживали финно-угорские племена, но финно-угорские племена не везде проживали. Они проживали у нас, где находится Москва, и Москва это болото именно и на севере Подмосковья. Они пришли сюда на смену других народов, потому что здесь был как раз такой период, что надо было эти территории осваивать. И первыми, вот именно в начале первого тысячелетия уже нашей эры, пришли именно финно-угорские народы. А потом была уже миграция у нас венедов, славян. Но нас опять же только вот про тех, кто ушел у нас из Западной Европы. Но легче-то идти с юга. На севере у нас проблемы. Длинная зима, не всегда пути сообщения готовы, а юг он всегда у нас судоходный, в любой момент. И там, если побольше продуктов питания, и там более цивилизованная уже создана ситуация, потому что это торговые партнеры и Древней Греции, и Карфагена, и Древнего Рима. Уровень развития Средиземноморья во много раз выше, чем был уровень развития Скандинавии. Поэтому именно миграции основные шли с юга. У нас про них тишина. Вот и мы здесь как раз только получаем такой источник, что в районе у нас Дона, Тадатана, значит, было очень большое селение тюркскоязычных, значит, народов. И получилось так, что когда в 631 году у них уже создалась не очень-то приятная геополитическая ситуация с соседями, то они были вынуждены, значит, три брата направить свои, значит, вот эти огромные кланы в различные точки. Кто-то ушел у нас в Придунавье, и там появилась у нас Булгария, которая и сейчас носит это имя. Вот, а один из братьев как раз ушел у нас на место, где находится Кама и Волга. И вот именно с этого времени, 631 год отход, 652 год приход уже окончательный на именно Среднюю Волгу, вот именно булгар, которые там и расселились. У них прошла дружеская ассимиляция, никаких столкновений и быть не могло, я объяснил причину. И что самое интересное, нам начинают указывать на то, что города появились в IX веке. Ну, так же, как всю историю у нас ведут, вот 9 век, до этого у вас никакой жизни не было. Но когда смотришь на ювелирные изделия 8 века, которые были произведены непосредственно именно вот в Булгарии, Суваре, вот, то видно, что города появились именно в VII веке, когда и пришли именно сюда семейство Дула. И вот получается так, что ко времени, когда также появилась сильная Киевская Русь, в районе именно Волжской Булгарии было у нас 170 городов. Это показатель развития. Если мы возьмем Киевскую Русь и возьмем Волжскую Булгарию, где городов больше?
Волжской Булгарии, где проходит главный основной торговый путь того времени, а это путь из Варяг в Арабу. Он проходит как раз по Итилю. Значит, и что самое интересное, самые мощные клады монет — это именно монеты дирхемы, которые можно найти на всем протяжении до Скандинавии, до южного побережья Балтийского моря. Даже тот же город Полоцк был основан именно на пути из Варяг в Арабу. Все города возникали именно на этом мощном пути. Нам говорят, вот есть путь из Варяг в Греки, который в 5 раз был слабее этого пути. И с кем будут торговать из Варяг в Греки? Не с кем. А здесь практически мощнейшие соединения, также через переволоку, это где у нас сегодня Волгоград, и вот этот как раз Волго-Донской канал, волоком перетягивали на Дон, и потом Азов, и Черное море, и далее в Европу шли эти караваны, корабли. И вот мы здесь видим, что на самом деле это страна городов. Но нам указывают 3-4 города. Больше у вас тут быть не может, и просто никак и быть не могло. Вот. Но мы смотрим на металлургию, мы смотрим на ювелирные изделия, и мы видим, какой уровень развития был у этого государства. К сожалению, все письменные источники, которые могли бы нам помочь, они тоже не дошли, но я вам объясню причину. И получается, вот старо-татарский язык, который как раз у нас и зарождался на этой территории, это родина старо-татарского языка, это родина татарского языка. Мы не имеем ни одного источника, чтобы на него оперировать. Вот, пожалуйста, вот наши учителя, как есть Кирилл и Мефодий у славян. Также могли бы быть и учителя вот эти первого татарского языка и у татарского народа. Вот. Но здесь хотел сказать, что когда именно было решено правителем Волжской Булгарии уже немного населения шли именно из арабского халифата до Булгара. И вот как раз получилось так, что именно в 822 году, значит, в 922 году как раз и был принят ислам на территории Волжской Булгарии. И вот здесь нам опять начинают говорить о том, что якобы какая-то часть населения была не согласна. Но несогласные будут всегда, но никаких боевых столкновений не было. Так же, как когда принимали христианство на Руси, определенная группа лиц не хотела принимать, потом поняли, что это дает возможность как-то делать даже удачную карьеру и прочее. И все с огромным удовольствием пошли, потому что давал ислам? Открываются мечети, а в мечетях преподают язык, преподают, значит, для детей и математику, и словесность. Это получается, с появлением ислама в Волжской Булгарии появилось и существенное высокое образование, как и всегда с развитием христианства или иудаизма или ислама. Вот что дало принятие ислама в Волжской Булгарии. И это, конечно, огромным было рычагом в поднятии уровня жизни населения. Потому что также надо писать Коран, надо также, значит, строить мечети. Хотя, если мы посмотрим вот на эти постройки, которые, к сожалению, остались только фундаментом, мы видим, какие мощные были сооружения. Но это можем посмотреть и по, допустим, тому же Багдаду, Самарканду, Бухаре, Дербенту. На самом деле каменное строительство было очень-очень высокого уровня. И вот здесь мы видим то, что вот государство, которое поставило на торговлю, а именно в Булгарии, и было главное именно восточная ярмарка. Вот скажите честно, где был главный торговый центр всей Европы? В городе Булгарии. Тишина. Как будто города нет. Вся Европа приезжала в Булгар торговать. Не в Афинах, не в Риме. А именно в Булгарии был центр европейской, ну в том имении, скажем так, европейской торговли и мира, потому что и из Китая, и из Индии купцы все ехали в Булгар для того, чтобы там торговать на этом мощнейшем именно базаре. И вот здесь появляются, к сожалению, соперники у Волжской Булгарии. А с чем это связано? То государство, которое поставило на торговлю, оно всегда миролюбивое. Это мы можем потом заметить по Астраханскому ханству. Они поставили на торговлю, зачем им армия? Им главное это расцвет своего государства и поднятие уровня жизни населения. То же самое, Волжская Булгария это миролюбивое государство с высокой культурой и, значит, заботой о
человеке, который проживает в этом государстве. И, к сожалению, именно первыми врагами Волжской Булгарии была именно Суздальская земля. Но хотелось бы сказать, что в состав Волжской Булгарии одно время входил и город Суздаль. Вот, но получилось так, потом уже Суздаль был отвоеван именно династией Юрия Долгорукова, и Суздаль, значит, перешел в состав Ростово-Суздальской земли. И другие вот города, которые потом стали венцом как бы вот этой великой Владимирской земли, они входили в состав Волжской Булгарии. Если мы с вами посмотрим максимальная вот эта территория, которая была в Волжской Булгарии, то мы должны с вами дойти до сегодняшнего города Оренбурга. Вот практически половина реки Урал, значит, здесь мы, где город у нас Камышин, вот, и далее ведем на Воронеж, и поднимаем мы с вами уже к Переяславлю-Рязанскому, это Рязань. И как раз замыкаем, идем на Каму, именно к Перми. Вот все протяжение Камы это было Волжская Булгария. А на западе? Значит, Запад, к сожалению, здесь развивается Великое Владимирское княжество, и вот потихонечку и Суздаль, они себе захватывают. У нас получается современная Рязань, от нее немножко, потому что и город Муром тоже входил в состав Волжской Булгарии. Да. Вот, поэтому мы видим даже треть Оки входила в состав именно Волжской Булгарии. Потом потихонечку идет экспансия Великого Владимирского княжества. И когда в 1221 году был построен город Нижний Новгород, они полностью всю Оку взяли уже под себя. Но это были земли Волжской Булгарии. Ну и заключительный, конечно, поход, это был Святослава Всеволодовича, вот, и он, к сожалению, булгар спалил. В 1223 году хотел бы сказать, что единственными, кто оказал сопротивление двум туменам, которые очень успешно прошли, их вначале было 3 тумена, но один остался на Северном Кавказе, потом 2 прошли у нас в Крым, и потом дали битву на Калке, Киевской Руси, победили очень успешно. Вот именно в Волжской Булгарии вот эти 2 тумена и разбили волжские булгары. Мы видим торговое государство. Но когда надо, они показали им свою мощь. Ну, правда, эти уже были на исходе, они как бы слишком долгий был поход с 1221 года. Это уже был 24-й практически год, если так вот судить по тому календарю, который тогда начинался у нас. То все равно мы видим, что и государство-то было сильное. Но вот, к сожалению, в 1236 году уже войско Сайын-Батухана, и вместе с ним также были его братья, и они, конечно, имели огромную армию. К сожалению, вот в это время Волжская Булгария не смогла оказать сопротивление. И опять причина заключалась в том, Орда вовремя начала наступление. В торговом городе население в определенные моменты не живет. Оно находится именно где-то в разных точках земного шара. Они торгуют. Они собираются только тогда, когда приходит зима. Поэтому получилось так, что Сайын-Батухан пришел практически в пустые города Волжской Булгарии. Поэтому он их и взял. И в Сарай-Махруса, и в Солочаке, значит, и в Салхате. Ну, судьба тяжелая. Потом он вышел уже в пределы именно Великого княжества Литовского, потом все-таки решил пройти по исконным землям именно Волжской Булгарии. Он в районе Суздаля нанес поражение Василию II, великому московскому князю, и как раз также взял Нижний Новгород и решил как раз на месте одного из юртов остановиться, и это как раз юрт у нас имел столичный город Казань. Вот 1438 год, и опять идет вот у нас возрождение вот этой территории Волжской Булгарии. Хотел сказать о том, что язык, значит, был очень такой насыщенный, потому что многие народы внесли свою лепту в создание татарского языка. Ну и если мы посмотрим, кто же вот именно создавал вот великую татарскую нацию, это у нас, конечно, надо вспомнить еще и печенегов, и кипчаков. Вот, тюркские народы, которые также приходили сюда по торговым делам.
финно-угорские народы, которые здесь проживали, которые пришли на эту территорию. И, конечно, местные народы, которые, к сожалению, у нас никак не обозначены, на самом деле, как они назывались, вот эти народы, которые и приняли на свою вот эту гостеприимную территорию большинство народов, которые здесь остановились и которые сделали эту землю своей родиной, которую мы знаем как Татарстан. Вот, поэтому вот здесь хотелось бы сказать, конечно, что вот этот пласт, как бы белое пятно, о нем надо почаще вспоминать, потому что, зная историю своей родины, можно легче потом понимать, как шло развитие твоего языка, культуры и самой территории. Вот поэтому говорю, мы и вот наш этот цикл как раз лекций будет весь посвящен тому, чтобы мы вот так вот частями каждый регион, где значит, жили татары, где были их города, где были определенные достижения татарского, мы так потихонечку и пройдем, и нам будет потом уже легче понимать о том, откуда истоки татарского народа и как все это создавалось. К сожалению, просто скоро же меня машина заберет. Вот, значит, тут мы потом вам скажем, когда будет следующая встреча и как будет. Может быть, мы с вами поговорим о Великой Булгарии? Давайте, да, давайте тогда так мы и поговорим, потому что вот этот вопрос нам надо будет останавливаться чаще, потому что это истоки. Вот, и именно зная культуру, и я на следующий это, извините, пожалуйста, вот это Волжская Булгария создали же сыновья Кубратхана. Совершенно правильно, да, и второй сын как раз его. Вот, и мы как раз, я привезу артефакты как раз, чтобы вы потрогали их, понимаете, когда вот есть сами предметы, то как-то прикасаясь к этой культуре, вы увидите уровень развития государства, потому что нам дают черепки 9 века, но больше как будто бы ничего не было. Вот, ну, хотел сказать, что во времена Узбека очень хорошо также развилась у нас Волжская Булгария, вот, потому что он опять понимал, что опора его, как именно мусульманин, это только Волжская Булгария. Другие вряд ли помогут ему держать власть. Поэтому опять очень большие инвестиции в Волжскую Булгарию, именно это опять золотой век именно при узбеке. Ислам Волжская Булгария первая приняла? Да, значит, на Волге и на территории европейской части именно Волжская Булгария первыми стали именно проповедовать ислам, и это стало государственной религией. И пошло на восток туда. Да. Основателями, как бы. Что самое интересное, вот в Багдаде были свои какие-то определенные догмы для того, чтобы как, значит, вот превозносить Магомеда, какие надо там порядки. Вот. Получилось так, что Волжская Булгария, говорит, у нас немножко свой менталитет, немного свои традиции. Да. Давайте-ка мы будем так, как считаем нужным. И вы знаете, вот и это и говорит о том, что религия живая. Нет, вот вам сказали догма, вы только так вы должны быть. Здесь же, да, конечно, как вам удобно, пожалуйста, а лишь бы вы знали, что есть Магомед, и как бы мы понимаем, что это для всех благо. Ну, и, конечно, получилось так, что немножко изменился, правда, и стол, потому что ислам подразумевает определенные блюда, изменился немного распорядок дня, потому что, вот, ну и как бы тут, это естественно, когда приходит новая религия, надо соблюдать ее. Из 70 городов что-нибудь сохранилось? Значит, вот 4 населенных пункта, которые сейчас обычные, вот обычные поселки, вот они как раз остались. Ну, хорошо сейчас идет возрождение Болгара, там как бы показывают, какие были сооружения, но время хотя бы узбека, показать, что как развивался. Но другие, конечно, города и Сувал, там, допустим, и прочие, они пока у нас не раскопаны. Хотелось бы услышать, конечно, истинные причины принятия ислама. Может, искали союзников? Значит, здесь ситуация такая. Хазарский каганат был представлен иудеями. Вот, и это как раз получалось так, что шла экспансия хазарского каганата. И, конечно, надо было заручиться поддержкой каких-то народов, которые могли бы оказать давление на хазарский каганат, потому что даже вот исконные земли Великой Булгарии хазарский каганат полностью захватил.
И они могли спокойно пойти также на Срединную Волгу, но узнав о том, что у Волжской Булгарии практически союзники весь Ближний Восток, север Африки, то, конечно, желание у именно еврейских купцов, а они как раз и были основными как бы действующими лицами в этом каганате, у них не было никакого. Они думают, мы лучше будем делать экспансию на Днепр, и как раз вот они основали город Киев, эти вот как раз хазарские еврейские купцы, а туда они уже, им ограничили влияние, и они поняли, что вот эта территория это исламского мира. А Это... уровень православия в этот период и хазарский Нет, ограничения были в этом православном мире очень большие, только Киев и Туров у нас как раз были чисто вот этими. Да. А мы об этом обо всем куда-то как это... Они считают себя первоначальным. Нет, они просто проживали на части территории, потом они были язычниками, поэтому немножко кочевали. Спасибо, просто уже ждет машина. Книги оставляю.